Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Вам срочное сообщение от мужчины. Вы должны это обязательно услышать и узнать. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое срочное сообщение мне нужно получить от, назовите мужчину по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какое срочное сообщение мужчина желает вам передать. Так. Ну, во-первых, мужчина говорит, что ему стыдно. Ему очень стыдно. Здесь у него такие спутанные мысли, спутанные дорожки, обстоятельства очень такие нерадостные. Вот знаете, он говорит, я запутался, и мне очень стыдно. Прости, я подвел. Я не знаю, что со мной происходит. Я не понимаю, почему я так себя веду. Я виноват. Он говорит, я виноват, я все напутал, я все перепутал, мною управляли. Я не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, я болен. Мне кажется, я теряю себя. Этот человек, он сейчас, вот как будто бы две сущности делят его. Одна сущность тянет его на одну сторону, другая на другую. Но это не хорошие сущности, ни одна, ни другая. Смотрите, одна сущность, она с копытами, а другая сущность с огромным хвостом. И это не добро со злом, это именно две каких-то... Но это могут быть как и действительно сущности, там низшие плазмоиды, а также могут быть люди такие, знаете, с подселенцами, которые действительно вот дурная компания, либо какие-то вот обманщики, какие-то лжецы, какие-то мошенники. И они пытаются вашего мужчину сейчас просто надвое разорвать. Да? Один его туда тащит, другой туда тащит. Смотрите, если он пойдет с этим с хвостом, то его здесь просто на вилы посадят. Если он пойдет с тем, у кого копыта, то тут огонь идет. Понимаете? Тут как бы варианты у него не очень. И он это все понимает. Он понимает, что он сам в это вляпался, сам на это подписался. И, возможно, вы его предупреждали, а он не слушался. Типа такой, знаете, крутой был, да, сам себе Ванька, сам все знает. А сейчас он просто рыдает, он на коленях стоит, он рыдает, говорит, девочка моя, прости меня, я не хотел, я ошибся, я не ждал, что так получится, ты мне все говорила, ты молодчинка, но я протупил, что мне делать теперь, как мне выйти из этой ситуации, я не могу ничего поменять, я не могу признаться тебе открыто, я боюсь, что ты меня не поймешь, что ты меня не примешь. Знаете, у человека, боль адская сейчас на самом деле происходит в душе. Кстати, человек мог и заболеть. Здесь могла произойти и болезнь. Причем болезнь тут могла быть как и физическая, да, вот он просто заболел, там вирус какой-то подхватил, не дай бог. А есть и еще ситуация того, что какие-то травмы могли у него произойти. Понимаете? Я вам скажу такую вещь, но я должна ее сказать, потому что я ее вижу. Это, наверное, будет точечно, вы уж простите, но тем не менее, у кого-то мужчина отошел в мир иной. И оттуда, из чистилища, он рыдает, он просто разбит. Он понимает, что назад вернуться ему уже не судьба. Он понимает, что он вас подвел, он понимает, что он вас оставил. И у кого-то эта ситуация, кстати, это не ситуация свежая, это могла ситуация быть даже нескольких лет. Просто оттуда вот прям вышел мужчина оттуда. И вот он просит передать, что он просит прощения. И он говорит, пожалуйста, прости и отпусти. Пожалуйста, прости и отпусти. А имя какое называет? Имя
Маша, Мария, Марина. Девочки, Маша, Марина, Мария. Вот если вы себя услышали, узнали и знаете, в вашей жизни вот такая потеря случилась, примите мои соболезнования и также поймите, что мужчина чувствует себя виноватым, просит вашего прощения. Без этого прощения ему не дается вечная жизнь. Пожалуйста, если вы понимаете, если вот вы именно та девочка, которой адресована, вы, пожалуйста, простите этого человека, отпустите его, потому что вы тоже его держите. Вот вы на него обиделись, что он ушел, да, что оставил вас одну, а ему, видите, как непокойно, там очень-очень непокойно. Мои милые, это вот прям обращение был, зов такой, крик был, прям отчаяние у человека. Вам, кстати, может быть, и являлись какие-то его проявления, но вы не приняли, либо побоялись. Смотрите, этот человек, он, кстати, мог попасть и под какие-то соблазны. Человек мог и изменить. Человек мог уйти из семьи, либо вас, скажем так, поматросить, извините, и бросить. Такое тоже могло быть. Этот человек говорит: я под магией. Вот смотрите, видите, в голове человек, вот чародей с палкой в руке волшебной, да, говорит: я под магией, меня приворожили. Но я вам так скажу, этот человек, он не только про магию говорит. Здесь могло быть и очень мощное психологическое влияние. То есть человека могли как и примагичить, так и, извините меня, запугать, зашантажировать, и человеком просто могли играть, да, как пешкой на шахматной доске. Но он думает, что он под магией. Ну, пусть так и думает. Смотрите, он говорит: я не виноват, я под магией. Но, милый мой, тебя ж никто силком не тащил в чужие трусы, да, залазить. То есть здесь человек немножечко лукавит, да, он лукавит. Хотя он уже, может быть, на 70% осознал, что натворил, что было плохо, что так нельзя было поступать, что сам теперь виноват. Да, он просит прощения. Да, он, знаете, он такой сел на колени, голову руками вот так обхватил двумя руками, и вот так в разные стороны, как будто бы шатаются. Он и рыдает, и ревет, как зверь. От смысла нет. Вот он ревет от бессилия, от того, что поменять ничего не может, от того, что он в тупике, от того, что выхода нет, от того, что он, кстати, тут у человека потери были. Потери, вот у него идет одна равная доля потери в любви. То есть, когда он лишился просто-таки, ну, вот, любви, да, когда он понимает, что он любовь свою сам, грубо говоря, да, предал, да, он пошел в разрез своей любви. И вторая часть — это материальная, то есть человек мог потерять и по материальному. А кому-то, кстати, извините, это точечно, но я скажу, кому-то, кто-то под судом будет ходить из мужчин. И опять же таки по своей глупости, по своей тупости, извините, ну вот прямо идет это слово, и все, он сам про себя так говорит, что я это сделал сам. Ты меня предупреждала, ты меня умоляла, ты плакала, а я вот был таким кичливым, а теперь я все понимаю, теперь я расплачиваюсь. И говорит: стыдно мне, стыдно тебе на глаза попасться, стыдно мне признаться тебе во всем в этом. Пожалуйста, говорит, родная, пойми, не суди, помоги. Помочь, как тебе помочь? А помочь, да, чтобы пожалели, да, чтобы опять приютили, да, чтобы дверку ему открыли, понимаете? Он там в чужой постели покувыркался, а вы ему дверку открываете, стелите ему новую постель. Он, извините меня, кредитов там набрал, каких-то махинациях поучаствовал, его там бросили, а вы теперь давайте, помогайте ему все это выплачивать. Прям, знаете, меня даже злит. Я, таких мужчин недолюбливаю. Знаете, тут нету никаких конкретных посылов, что этот мужчина по какой-то чужой злой воле мог вот так ошибиться. Всегда первый шаг делал он. У него такой характер, типа боевой. Да, на самом деле он не боец, он драчун. Причем уличный драчун. То есть такой, знаете, типа себя показать, что я крутой, я там то, я там все, да, выше всех звезд, круче всех яйца. Вот такой человек. Да выпендривался, вот что хочется сказать по поводу этого человека. А теперь видите, как маленький мальчик, обиженный маленький мальчик, вот сидит и рыдает, говорит: моя дорогая, приди, помоги, излечи, спаси, защити. Понимаете, все, к маме просится. Но вы же не мама, вы его женщина. Причем он должен вас спасать, сохранять и оберегать. Получается обратная ситуация. Этот человек еще себя покажет. И знаете, это не первая его ошибка и даже не последняя. Сказать, что он одумался, нет. Я не вижу, чтобы он одумался, потому что в голове у него, опять же таки, да, вместо того, чтобы прийти к выводу, что это я
я все делаю своими собственными руками, он вот придумал, что нет, это меня там типа намагичили, меня там обманули, а я на самом деле хороший. Плохие люди со мной так поступают, а я хороший. Да, я плохой, что я не послушался мою любимую, но я все равно хороший. Я все равно заслуживаю того, чтобы меня простили, того, чтобы меня приняли. Этот человек, он к вам придет скоро, либо придет, либо позвонит. Причем тут кому-то ждать, может быть, ну я не знаю, следующий день, да, может быть, второй день после просмотра видео. Как-то он себя обозначит, даст о себе знать. Если сильно накосячил, то через кого-то он информацию пришлет. Но его приход, его там звонок, либо разговор с ним, он будет ни о чем, он будет пустой. И этот человек будет, ну как это правильно говорить, морозиться, да, он будет вести себя, как будто бы ничего не происходит, как будто бы он вообще там отстраненный, ему очень страшно, что вы, ну, ему укажете на его ошибки, скажете, ну я же тебе говорила. Я тебе говорила, а ты что мне говорил? Ты меня вообще не слушал, ты меня вообще со мной не считался. Вот это ему страшно. И он будет играть, да, как говорится, держать эту мину, да, при плохой игре. Вы все поймете. Вы на него только глянете, сразу все поймете. А он будет держаться, он будет, как обычно, да, вот этот свой кич показывать. Знаете, этот человек, он не принесет вам счастья в жизнь, реально не принесет. Может быть, пройдет время, может быть, пройдут годы, может быть, он действительно, ну, пятки, когда начнут у него, извините, гореть за выражение, да, есть такое выражение, пятки горят, вот тогда он может и одумается, вот тогда он пойдет на путь исправления. Его путь исправления идет через Бога. Принятие Бога, идти по следам Бога, а потом он уже будет нести мудрость Бога другим людям. То есть это процесс сложный. Тут у него такая трансформация намечается, что мама не горюй. Что делать вам? Ну, я вижу, что тут есть чувство. Вот есть у девочки чувство к этому мужчине, но, блин, ну настрадаетесь же, понимаете, вы настрадаетесь этим человеком. Вам, конечно, лучше было бы его потихонечку забывать, да, потихонечку от него отходить, отодвигаться на пальчик, на ладошку, на ручку, да, вот подальше, подальше от него держаться. Потому что он может наделать вам всяких бед, наделать вам долгов, наделать вам неприятностей. То есть этот человек, он 1001 несчастье. Причем, ну, это все идет не потому, что там на нем какая-то гадость, а потому что он сам такой безлаберный. У него, как говорится, сначала руки что-то там сделали, а потом голова подумала. Задним числом приходит. Незрелый, абсолютно незрелый тип. Мои милые, он сейчас вот сидит там, страдает, плачется, как только вас увидит, будет типа, а ничего не случилось, я ничего не знаю. Будет вот пытаться, да, ему очень хочется, чтобы вы его поуговаривали, сказали, ну пожалуйста, ну расскажи мне, ну что случилось, хочешь я там денежку тебе дам, хочешь я тебе там помогу, хочешь подскажу, хочешь я там пойду проблемки твои порешу, вот это ему хочется. Вот понимаете, хочется, чтобы вот мама все решила, да, мама все разрулила. Такой человек. Думайте, конечно, стоит, не стоит, но я лично не рекомендую. Я не вижу здесь на ближайшие несколько лет от него каких-то серьезных перемен. Перемены будут, но на это уйдут годы. Годы уйдут. Поэтому думайте, решайте, девочки. Ну, выбор остается всегда за вами. На этом моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.